Дорогие братья и сестры, альхамдулилля, что Аллах дал нам иман, веру, дал нам ислам, дал нам Коран, отправил к нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, оживил нас после того, как умертвил, ибо каждый сон – это маленькая смерть. Не было гарантии, что мы проснемся, но Аллах нас оживил, альхамдулилля, дал нам сил, здоровья, благополучия собраться в одном из домов Аллаха, чтобы выполнить свою миссию перед Ним. И мы за это безгранично Ему благодарны и желаем благословения Его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, который принял от Аллаха то, что полагается, и донес это, ничего не увеличивая, ничего не уменьшая. Дай Аллах нам следовать сунне, традиции пророка, алейхиссаляту вассалям, и пусть Аллах сохранит нас от вероотступничества, от многобожия, от безбожия, от лицемерия, от взаимной ненависти и безнравственности. Источники у нас в руках – Коран и пречистая сунна. Пользуемся мы ими или нет, это пусть каждый сам себе спросит, каждый сам себе ответит. Начался новый 1446 год по лунному календарю с момента хиджры пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Просим Аллаха, чтобы этот Новый год, новый лунный календарный год был лучше, чем прошедший, чтобы те невзгоды, горе, войны, которые происходят вокруг нас, утихомирились, и люди жили в мире и спокойствии. Молим Аллаха мольбою Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда появлялся новый месяц, он говорил: «О Аллах, дай, чтобы этот месяц был миром, спокойствием, безопасностью, верой, миром и покорностью Тебе». Мы просим Аллаха, чтобы в этом месяце, или в этом году, или в целой жизни, по жизни, мы шли прямой дорогой, без искажений, без заблуждений, и достигли благ, как духовных, так и материальных. Об этом месяце, в котором мы сегодня живем, 13-й день сегодня месяца Мухаррам, первый месяц лунного календаря, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хайру сиями бада сиями шахри Рамадан, сияму шахри Аллахи шахри Мухаррам». Самый лучший пост, самая лучшая руза после поста в месяц Рамадан – это пост в месяц Аллаха, месяц Мухаррам. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, назвал этот месяц месяцем Аллаха. Хотя все месяцы, все времена и даже наши души, наши сердца принадлежат Аллаху субхану ва тааля. Каждый без исключения в руках, во власти Всевышнего. Но Расулуллах, алейхиссаляту вассалям, не случайно выделил этот месяц, назвав его Шахруллах, месяц Аллаха. В чем причина этого, знает лишь Аллах и Его посланник, мы можем только предполагать. Есть общее правило, что все, что начинается с благом, оно принесет благо. Ибо сказал Расулуллах, алейхиссаляту вассалям: «Иннамаль а'малу бинният, ва иннама ликулли мриин ма нава». Дела определяются по намерениям, и каждый получит то, что он вознамерился. Как ты начал Новый год, как ты начал новую учебу, как ты начал новую семейную жизнь. В общем, очень важно на старте вовремя и наилучшим образом стартануть, тогда вероятность того, что ты на финиш придешь первым или одним из первых, возрастает. И поэтому
Первый месяц лунного календаря, видимо, поэтому, Аллаху лучше известно, имеет особое положение перед Аллахом. Завтра у нас начинаются дни полнолуния, 14, 15, 16 дни месяца Мухаррам. Поэтому, у кого позволяет здоровье, есть возможность, не пренебрегайте этой возможностью еще и еще отдалиться от огня, еще и еще ближе и выше стать в райской обители рядом с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Оживим его сунну, его традицию, выполняя дополнительные посты, не ограничиваясь лишь поклонениями в месяц Рамадан. Рамадан ушел, и тот, кто поклонялся Рамадану, пусть знает, что Рамадан уходящий. А тот, кто поклоняется Господу Рамадана, пусть знает, что он живой, не умирающий, не исчезающий. И даже милостью Аллаха жаркие, душные дни Аллах заменил прохладой, ниспослав сегодня и вчера дожди. И этими знамениями Аллах говорит с нами, напоминает нам о себе, о своей милости. И когда шел дождь, пророк вел себя необычно. Это заметил Анас, радиаллаху та'аля анху, один из близких людей пророка, алейхи саляту вассалям. Он говорит в хадисе, который передает имам Муслим, что однажды мы шли по улице и пошел дождь. Тогда пророк, алейхи саляту вассалям, частично распахнул одежду, так что капли воды стали падать на его тело. Я с удивлением спросил у него: «Я Расуль Аллах, почему вы так делаете?» И он сказал: «Иннаху хадиту ахдин биллях». Это новое творение Аллаха, поэтому я ищу в нем благодать. И ссылаясь на этот хадис, имам Навави, великий большой ученый, пишет в своем толковании к сборнику имама Муслима о том, что, следуя сунне пророка, алейхи саляту вассалям, тоже нам следует искать благодать в этих каплях дождя. Дождь идет по милости Аллаха субханаху ва та'аля. Во время дождя принимается дуа. Дай Аллах, чтобы наши дуа о мире, спокойствии и безопасности были приняты. И дай Аллах, чтобы мы были твердыми, непоколебимыми на пути Аллаха, чтобы никакие трудности или радости не сбили нас с истины.